Видно, что кто-то после меня был, потому что я наконец-то вернулся Тулан. Не знаю, где он бродил. Вон. Башит. Вот. Ну, попробуем, что получилось. Прибыли. Чолом Зарокарка. Давно не приезжали. А приезжали мы с Денисом и Ксюшей. Тут сенокос небольшой был. Сток сена у нас. Чолом Зарокарка, лежу шатчин. В принципе, все нормально. Жестянка только отлетела, она ветром откинула вон этот. Здесь, как и оставляли. Ну, я насчет дров не знаю. Может, кто-то использовал. Может, так и было. Посмотрите, какая роса с утра. Вон. О, буксует там лодка. Там забуксуешь, там остров. Ну, лодка на месте, все на месте. Столик. Ну, сена, думаю, даже не пригодится, потому что я дома заготовил. У меня много сена в этом году для Тулана. Ох, как буксует. Да. Насилие над моторным, лодочным мотором в этом году очень жесткое. Даже не знаю, как добраться до второй избы. Просто представления не имею. Добраться-то доберемся, но это для лодки, конечно, очень тяжело и для моторки. Без денег. Муть поднимает там. Мне надо воду набирать. Тула! Воду мне надо набирать. Муть не надо поднимать там. Смотрите, где река. И прикинь, я весной вам показываю, вот здесь уровень воды. До сюда поднимается. И заливала. Вот есть видео у меня, где лодка у меня стояла возле избы. Вот на самом краю, вот здесь, возле избы, лодкой я заезжал. А уровень воды поднималась 1,5 венца. Вот такие, как сказать, весной уровни бывают. Смотрите, сколько травы уже после сенокоса. Вот до сюда примерно вот вода поднималась. Вот до сюда. Представляете, вот это все под водой заливает. Так, ну что, посмотрим избу. Шелушится вот этот обои. Это межкомнатная дверь у нас была. Привез сюда. Чолом Зарокарка, лежу из Нежатчины. Видно, что кто-то после меня был. Потому что я всегда избу открываю открытым. Всегда. А изба закрыта, дверь. Ну, в принципе, мышеловка. Без мышей там должна быть. Ну, летом я особо не настораживаю. Ну, чисто. Все чисто. Чолом Зарокарка. Вот такие дела, ребят. Чистота, порядок. Шкафчик, конечно, я сделал, но перемудрил, наверное, слишком большой. Куда-нибудь сюда установить надо. Но в то же время большущий шкаф у меня получился. Может, даже и не стоит сюда вешать. Что-то громоздкий у меня до сюда будет. Большой, слишком большой.
Так, чисто. Даже мыши не так много нагадили. Будем обживаться. Хорошо. Немножко уже все желтеть начало. Листва. В числах 15 уже все изменится. Очень даже сильно. Ночные, как бы ночи уже прохладные. Время берет свое. Может, эту лодку его сегодня я еще спущу. Вот эту маленькую. Lamont ateş.
Просто нож живет. Открываю консерву. Не нашел открывашку. Консервы из светофора. Вот он. Это для тулана я взял. Короче, тут не знаю, что и показывать. Из чего сделано. Полбанки желе. И как ни странно, там я увидел кусок. Небольшой кусок такой мяса. Вот. Ну это тулану я кашу сварю. На будущее, ребят, кто ходит в светофор, как и я, мой совет такой: люкс говядину не покупайте.
Я сейчас показал, там, ну, одна желе непонятно из чего, и мясо там, ну, нету мяса. Если хорошие консервы, я, конечно же, рекомендую, а это, ну, это не тушенка. Наконец-то вернулся Тулан. Не знаю, где он бродил. Вон. Бощита бощит. Проголодался. Сейчас кашу приготовлю тебе. Бродяга. Приготовил вот такой завтрак. 4 яйца, сладкий перец, лук, соль. Еще в прикуску свои огурцы из теплицы. На обед я сварю суп грибной. Сейчас позавтракаю. Что? Ну, обзор, распаковку я не стал уже сегодня снимать. Знаете, я не взял карту памяти запасной и минимум снимаю. Ну, то же самое из продуктов у меня консервы, хлеб, бич-пакет, как сказать, картошка. Ну и ничего такого нового не взял. Ну, майонез еще. Очень много машкары. Машкары, знаете, как микропылинки, очень мелкие, даже и не видно, а уже тело все жгет. Прям Тулан кого-то лает. Сейчас посмотрим. С бурундуками, наверное, воюет. То он там на березу, наверное, залез бурундук. Где-то вон там, может. Пусть работает. Не знаю, я не вижу, ребят, их. Они мелкие, куда-то прячутся. Пускай. Ну, роса еще до сих пор на земле. Сегодня жаркий день будет, очень тепло. Кашу уже можно убирать там. Каша готова. Вон он. Все хорошо. Такая с тушенкой. С тушенкой такая каша вкусная для Тулана. Наконец руки дошли повесить шкаф. Давно уже мечтал об этом. Сейчас продукты, что я здесь буду оставлять, как бы, да и посуда. Посуда. Можно ложку, кружки оставить. Для тех, кто, скажем, ночевать придет. Немножко запас продуктов можно оставить. И мыши не залезут туда. Вот. Ну что, я сейчас завтракаю. И дальше что-то делать. День быстро летит. Сейчас сперва, наверное, буду готовить обед. Поставлю грибы на огонь. И сам залезу на крышу, там посмотрю. Гвоздодер вот забыл. Постоянно что-то я забываю. Гвоздодер надо было взять. Да шифер снять. И ну, рубероид привез. Я там новый рубероид постелю. И что есть доски, там прибью, может. Вот этим, сперва вот этим займусь. А потом по ходу события дела там. Оружие, наверное, завтра с утра буду пристреливать. Сейчас напротив солнца тоже стрелять как-то не очень. Вот. Ну, попробуем, что получилось. Как сказать, перец, наверное, чуть-чуть жестковатый. Чуть-чуть не дожарился. Нет, нормально. Когда жарил, думал, все, не обжарилось. Нет, нормально, прям тает во рту. Все вкусно получилось. Чувствуется вот этот перец. Блюдо, конечно, меняет, вкуснее становится. Очень вкусно.
А я точно, хоть из кашу из топора сварил, вкусно получится.